Добрый вечер. А теперь о главном. Новый президент радио «Свободная Европа», радио «Свобода», кыргызскую службу которого называют радио «Азаттык», а таджикскую радио «Азади», встретился вчера в Душанбе с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и обсудил вопросы деятельности радио в Таджикистане, о роли СМИ и создании в стране благоприятных условий для СМИ. Джейми Флай приступил к обязанностям президента радио «Свобода» месяц назад, 1 августа. Предыдущий президент Томас Кент подал в отставку в прошлом октябре, и полгода обязанности президента исполняла Дейзи Синделар. Именно она признала в марте, что радио «Азади» служило в интересах таджикского правительства и не представляло объективных данных о президенте Эмомали Рахмоне. Директор радио «Азади» Саджида Джахфарова была освобождена от должности, однако официальная формулировка ее увольнения была достаточно мягкой. Она ушла на пенсию. Вслед за нею в начале апреля был освобожден от должности и региональный директор по Центральной Азии Аббас Джавади, тоже с формулировкой в связи с выходом на пенсию. Новым президентом радио в июне стал Джейми Флай, который приступил к обязанностям 1 августа. В этот период подал в отставку, тоже в связи с выходом на пенсию, главный редактор всего радио Ненад Пейдж. В свое время он тоже исполнял обязанности президента радио. Так что эти 3 отставки подряд оказались серьезными кадровыми перестановками. Такого в истории радио не было. Критика деятельности директора таджикской службы радио звучала уже давно. В последние месяцы было опубликовано много статей и с критикой работы директора казахской службы. А 19 августа несколько общественных деятелей Кыргызстана опубликовали открытое письмо руководству радио «Свобода» и США в связи с деятельностью бывшего директора кыргызской службы. То, что демократической общественностью разных государств Центральной Азии подвергается критике деятельности разных структур радио «Свобода», говорит о наличии достаточно серьезных и системных недостатков и недочетов, имевших место в работе радио, которое на протяжении 70 лет, почти 70 лет, было эталоном для других и пропагандировало демократию и права человека среди населения авторитарных стран. Сейчас многое изменилось. Например, 29 мая кыргызская служба «Азаттыка» опубликовала материал, который назвала журналистским расследованием, и в котором говорилось, что из Кыргызстана за период между 2011 и 2017 годами было выведено 700 миллионов долларов. Другие службы радио «Свобода» подхватили эту информацию и утвердительно заявили, что эти 700 миллионов вывел из страны один человек. Однако сам автор расследования этого не говорил и не говорит. 700 миллионды ким которуптур? Мен котордумбу, инем которду, же мен аялым которду, 250 миллион деп атасың. Аны дагы ким которду? Сен баякы эми жооп берейин. Мен программада 700 миллион кайдагы акчалар деп суроо койдум. Бул Матраимовдардыкы деген жокму? Более того, в других своих интервью Токтакунов не раз намекал, что семья Матраимовых имеет прямое отношение к выводу этих денег из страны и что эта сумма равна половине бюджета Кыргызстана. На самом деле годовой бюджет страны составляет около 2,5 миллиардов долларов. Выведенные же 700 миллионов – это сумма за 7 лет. То есть в год из страны выводилось, если Токтакунов прав, в среднем по 100 миллионов. Или сумма, равная 4% от бюджета, но никак не половина. И еще более того, Токтакунов и руководство Азаттыка обещало, что опубликует продолжение своего якобы расследования, но прошло 3 месяца, а продолжения нет. И документы, которыми они обладают, они не показывают другим журналистам, чтобы можно было проверить их подозрения или утверждения. Подобные манипуляции и недобросовестность вызывают много вопросов. Президент радио «Свобода» Джейми Флай прибывает в Бишкек завтра. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Айеп. Всего вам хорошего и до свидания.